Дом номер 7 по улице 40 лет Коми в Сосногорске по-прежнему в зоне внимания районных властей. Здание, за которое не берется ни одна управляющая компания, взято под опеку муниципалитета по поручению руководителя районной администрации Виктора Шомисова. Поводом для такого решения стала коммунальная беда второго подъезда. В 40-градусные морозы из-за выбитых дверей и окон здесь выросла ледяная шуба. Дверь у нас была в прошлом году, у нас были в прошлом году стекла. То есть такого вот ледяного царства у нас не было в прошлом году. Разобраться в ситуации, а главное незамедлительно восстановить контур здания, поручили управлению ЖКХ. В первую рабочую неделю года все входные двери в 7-м доме восстановили, разбитые окна закрыли. Для пущей сохранности специальным тонким пластиком, который и свет пропускает, и более крепок по сравнению со стеклом. А в первом подъезде заменили часть коммуникаций. Проблемным этот дом считается много лет. В эксплуатацию его сдали в начале 60-х, тогда еще как общежитие, комнаты в котором давали всем нуждающимся. С тех пор у дома дурная слава, прежде всего из-за жильцов, которые конфликты решают силой. Надежда Шваброва живет здесь более 18 лет, о неблагополучных соседях знает не понаслышке. Родила, потом я по 2 суток дома не бывала, бабушка вот нянчила. Но не до хорошего дошло. Однажды просыпаюсь 4:30 от того, что дитё орёт не своим голосом. Я зашла, бабушка под шофе, подруга у нее под шофе, Полинка орёт. Потом вот вызвали опеку, Женя вызвала опеку, опека забрала дитё. Дитё в детской больнице. 8 лет назад общежитие официально стало многоквартирным домом, где жилье можно приватизировать. Однако сделали это меньше полусотни жителей. 78 помещений до сих пор предоставляются по договорам найма и социального найма. Между тем, содержать и жилье, и общедомовое имущество обязаны и собственники, и наниматели. И не только вовремя платить, но и соблюдать санитарные правила и беречь места общего пользования, к которым относится и подъезд. Несмотря на то, что муниципалитет регулярно проводит конкурсы по выбору управляющей компании на этот дом, на обслуживание его брать не хотят. Жильцы накопили многомиллионные долги за уже потребленные ресурсы. Тем не менее, городские чиновники держат руку на пульсе. Дом, он без обслуживания не остается. Устранение аварийных ситуаций выполняется систематически. Систематически выполняется уборка придомовой территории от бытового мусора. Но и все равно он остается под контролем администрации. Техническую исправность дома поддерживают за счет городского бюджета. Пару лет назад отремонтировали системы водоснабжения и отопления. В прошлом году канализацию. Ежегодно проверяют дымоходы и вентиляцию. Но все эти работы носят точечный характер. Проблемы устраняют по мере их возникновения. Для кардинальных изменений нужно иное отношение жителей. Хотя бы не устраивать буйные застолья, после которых в доме ни окон, ни дверей. Тут милицию вызвали, милиционер зашел, это ночью было, часа в 3. К людям в комнату. Она еще закричала: это моя комната, вы не имеете права заходить. Так что нет, надо почаще. Больше порядка, мне кажется. По поручению руководителя районной администрации к соблюдению паспортно-визового режима теперь особое внимание. В первом же рейде представители органов убедились, в большинстве квартир встретить нежеланных гостей можно без проблем. В ходе проведения рейда были установлены лица, нарушающие паспортно-визовый режим, каждому из которых было направлено требование об освобождении незаконно занимаемого жилого помещения. В случае невыполнения данного требования Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района Сосногорск инициирует подачу исковых заявлений в Сосногорский городской суд, направленные на принудительное выселение. Кстати, выселять нарушителей будут не в соседний подъезд, а из дома вовсе. И в будущем подобные проверки власти намерены проводить регулярно.